Уважаемые друзья, идем по горячим следам. Крупные пожары в Республике Башкортостан. Буквально вчера произошла ужасная трагедия в Ишбулдино, Абдилилского района Республики Башкортостан. Вот сейчас мы поговорим о причинах подобных пожаров, как их можно предупредить. В этой студии сегодня профессионал своего дела. Мы представляем вашему вниманию первого заместителя председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первого. Кирилл Сергеевич, здравствуйте, рада вас видеть. И пресс-секретарь Госкомитета по ЧС Елена Зинатульевна. Елена, здрасте. Доброго утра. Ну, хочется сразу, наверное, начать со статистики, да, потому что мы всегда в сравнительном анализе только понимаем больше, меньше. А как вообще обстоят дела в этом году? Расскажите, пожалуйста. В этом году уже с начала года произошло 11 119 пожаров, в которых, к сожалению, погибло 262 человека. В республике? В республике, да. И все мы знаем вот резонансный пожар, который вчера произошел в Абзелиловском районе. На прошлой неделе у нас, к сожалению, также в Баймакском, Бишбулякском районе были пожары, где погибло 3-4 человека. Вчера, вы знаете, к сожалению, погибло 11 человек. Поэтому у нас в декабре и в начале января ежегодно, да, вот фиксируется увеличение количества пожаров, но это связано с тем, что начинается отопительный период, люди начинают использовать различные электроприборы, к сожалению, начинают курить в домах, и мы фиксируем, например, вот именно на верандах, да, то есть люди вечером покурили, оставили непотушенную сигарету, легли спать, и, к сожалению, начинается пожар. Как правило, это люди в состоянии алкогольного опьянения, наверное, да? В основном, да, это люди в состоянии опьянения. Ну и, конечно, отдельные категории, по которым мы проводим большую профилактическую работу, это дети. Ни в коем случае, конечно, нельзя оставлять детей одних дома, потому что это тоже дополнительный риск. Кирилл Сергеевич, есть какая-то информация по поводу того, что все-таки произошло вчера в Ишбулдино? Ну, в настоящее время продолжаются там следственные мероприятия. Предварительные возможные причины, основные причины, это рассматривается нарушение, скажем, правил эксплуатации электропроводки и курения. Это основные две причины, но, повторюсь, они предварительные, проводятся следственные мероприятия. Елена, какие рекомендации необходимо соблюдать гражданам, чтобы не допустить пожара, неважно, крупного, среднего, малого, если есть такая градация вообще пожаров в этой области? Есть какие-то универсальные советы? Как обезопасить себя в первую очередь? Не курите в помещении и не бросайте непотушенные сигареты. Так, этого нет у нас. Хорошо, еще что? Именно по этой причине 8 декабря при крупных пожарах в Бишбулякском и Баймакском районах мы потеряли сразу 7 человек. Не оставляйте топящие печи без присмотра. Не используйте самодельные приборы, потому что они могут выделять большое количество угарного газа, превышение концентрации воздуха которого может привести к трагическим последствиям. Также, когда вы уходите из дома, обязательно проверьте, выключены ли у вас электроприборы, газовые плиты и другое оборудование. Ну и, конечно же, хочется обратиться к родителям, чтобы не оставляли своих детей без присмотра. К сожалению, с начала года в республике мы уже потеряли 13 детей, и самое страшное, когда дети погибают все-таки по вине самих взрослых. Поэтому нужно обязательно объяснять детям правила пожарной безопасности, а также алгоритм действий при пожарах. И, конечно же, самим соблюдать правила пожарной безопасности, потому что именно взрослые являются примером для детей в первую очередь. Да, воспитывать детей бесполезно, если у самого нет каких-то полезных, хороших привычек. Ну и оповещатель, который вы принесли, который у нас на столе. Ну, на сегодняшний день пожарный извещатель является наиболее эффективным средством раннего обнаружения пожара. Громкий сигнал извещателя такой, что может разбудить самого спящего человека. Вот, мы вообще а если он в несознании, то соседи и те, кто либо, рядом, да, соседи обязательно его услышат. Слушайте, но мы сейчас включили в гримерке до эфира вот эту штуку. Люди соседних домов проснулись, прибежали, потому что так громко. Ну, так, наверное, и нужно, да, Кирилл Сергеевич? Да. Такая, и эта штука же, она дешевая, на самом деле, насколько я понимаю, не да, так на дорого. самом деле, если приобретать самому, то от 250 рублей это стоит. Сейчас вообще огромное множество программ, по которым они выдаются. Пожилым людям выдаются, при рождении ребенка они выдаются, да. Извещатели выдаются у нас в республике 9 категориям граждан, которыми можно ознакомиться на официальном сайте Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, а также обратиться в Центр профилактики пожаров по номеру телефона 8 347 272 0024. Уже вот благодаря таким вот маленьким мини-сиренам с 2016 года только по официальным данным спасены жизни 490 человек, в том числе 205 детей. Вот мы уже установили извещатели с 2016 года 250 тысяч семей. Вот результат работы мы это видим. И хочется вот привести последний такой яркий пример, который произошел в Туймазинском районе 9 декабря. Произошел пожар в жилом доме, сработал пожарный извещатель, в доме находилось 2 детей, мальчик с девочкой. И мальчик услышал вот громкий звук, взял свою младшую сестренку, и они вместе покинули горящий дом. Вот такие позитивные моменты. И мальчик молодец. Послушайте, Кирилл Сергеевич, может быть, не к вам вопрос. Новый год скоро, елки.
Какие все-таки безопаснее? Настоящие, искусственные. Как их безопасно украшать? Да, это очень важный такой новогодний предмет, да, и он, к сожалению, наверное, тоже является средством повышенной опасности, поэтому нужно большое внимание уделять и месту установки, и тому, какая елка. Но в первую очередь елку нужно устанавливать любую, вдали от электроприборов, это раз. Второе, отдельное внимание обратить на то, чем вы украшаете, то есть гирлянды должны быть обязательно сертифицированы, не должно быть нарушения там, электропроводки, да, не нужно включать еще какие-то приборы в ту розетку, где включены гирлянды. То, что касается искусственное или натуральное, но искусственная елка, она чем более опасна, так как она сделана из токсичных материалов. Если начинается, например, там, пожар или какое-то тление, то она быстрее выделяет такой токсичный дым, и она представляет большую опасность. Но в то же время натуральная елка, если она уже долго стоит, тоже и она становится такой сухой, то она тоже может очень быстро Короче воспламениться. говоря, горит все. Горит все, поэтому ни в коем случае, еще раз, там, на ночь не оставляйте включенные гирлянды, контролируйте детей, если они играют рядом с елкой, и у вас включены гирлянды. Ни в коем случае нельзя украшать там, натуральными какими-то свечами. И тогда у вас будет красивая елка, безопасная, и счастливый Новый год вы встретите, да. Спасибо вам огромное Спасибо за ту большое. информацию, которую вы нам дали этим утром. Ну, самое главное, внимание к собственной персоне. Личная ответственность. Личная ответственность. Вот что должно быть во главе безопасности человека. Хорошо, Альберт Фаритов, будем ответственными. Вам хорошего дня. Пусть вот те происшествия, которые уже успели произойти, к сожалению, они на этом и закончатся, больше ничего плохого не будет И происходить. работы у вас в этом году пусть больше не будет. Давайте вот так пожелаем. Спасибо большое, да, желаем и также всем нашим телезрителям безопасных новогодних каникул. Спасибо. Кирилл Первов и Елена Зинатольевна были у нас в гостях.